Это новости экономики на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко. Двухдневное заседание лидеров стран группы 20 открывается сегодня в Осаке. В этом году, как ожидается, участники встречи сконцентрируют внимание на проблемах мировой экономики и окружающей среды, а также проведут серию двусторонних встреч, вызывающих большой международный интерес. Страны двадцатки играют ведущую роль на планете. Они производят около 90% мирового валового внутреннего продукта, обладают подавляющей военной мощью. В них проживает примерно 60% населения земного шара. Помимо лидеров государств Большой двадцатки, в Осаку приглашены лидеры Вьетнама и Таиланда, Сингапура, Нидерландов, Египта, Испании, Сенегала и Чили. В работе встречи примут участие руководители ведущих международных организаций, включая генсека ООН, президента Всемирного банка и директора-распорядителя Международного валютного фонда. В первый день саммита для его участников будет организован торжественный ужин. Культурная программа для супругов лидеров Большой двадцатки включает в себя чайную церемонию в древней японской столице Киото, а также посещение театра Кабуки. Пенсионный фонд России произвел перерасчет неработающим пенсионерам, получающим социальную доплату к пенсии. В итоге, как сообщается, ежемесячные доплаты к пенсии у 4,4 миллиона российских пенсионеров выросли в среднем на 523 рубля. Перерасчет сделан в соответствии с поправками в законы о социальной помощи к прожиточному минимуму. До этого пенсионеры, чья пенсия была ниже прожиточного минимума, получали доплату, уравнивающую пенсии с минимумом. Таким образом, пенсии после каждой индексации увеличивались, но объем доплат уменьшался. В связи с этим увеличение пенсии было чисто формальным. Более 40% заемщиков в России по состоянию на май текущего года имели 2 и более кредитов. 18,5% россиян обслуживают в банках как минимум 3 суды, а 8% граждан 4 и более. За год число банковских клиентов с 2 и более кредитами увеличилось на 1,3% пункта, с 3 на 1,28% пункта, а с 4 и более на 0,85% пункта. На микрофинансовом рынке складывается похожая ситуация. Более 60% клиентов микрофинансовых организаций обслуживают как минимум 2 займа. 38,5% граждан 3 и более. Таким образом, на одного заемщика в банках и микрофинансовых организациях в мае текущего года приходилось 3,96 договора против 3,87 в мае прошлого года. Правительство России направит 10 миллиардов рублей на продолжение программы льготного приобретения и лизинга отечественных автомобилей. Соответствующий документ подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Речь идет о выделении 6 миллиардов рублей на льготное кредитование при приобретении автомобилей по программам «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» и 4 миллиарда на программу льготного лизинга автомобилей для малого и среднего бизнеса. Медведев отметил, что сейчас в России весьма успешно работает ряд программ, которые направлены на стимулирование продаж российских автомобилей. Эти программы носят адресный характер, рассчитаны на разные случаи жизни. Либо они касаются приобретения первого автомобиля в семье, либо это так называемый семейный автомобиль, когда в семье большое количество детей. Также неплохо себя зарекомендовали предложения по лизингу автомобилей, констатировал председатель правительства. Однако, по его данным, сейчас образовался недостаток финансирования, чтобы эти программы продолжить в этом году. Предложение сенаторов об отмене НДС при продаже гражданам золотых слитков, а также об освобождении от НДФЛ доходов от операций по металлическим счетам являются новым инструментом, который позволит гражданам сохранить свои сбережения. Если указанные законопроекты будут приняты и вступят в силу, у граждан России появится еще один инструмент для сохранения своих сбережений. В настоящее время наиболее распространенный инструмент – это доллары США, евро, фунты стерлингов, швейцарские франки, японские иены и иные денежные единицы, которые в глазах населения не подвержены тому обесцениванию, за которое они принимают изменение курса рубля к этим валютам, полагают аналитики. На этом пока все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.